Добрый день, спадар Владимир. Диктофон, фотоаппарат и шокер. Раньше у меня были пистолеты, у меня и у сына, но так как я злостный преступник такой, да, которого Лукашенко очень боится, у меня конфисковали, так скажем, забрали. И туалеты за $1 миллион, флагшток, который строят за 750 тысяч долларов. Понимаете, это маразм жить в такой стране. На все есть, на все буквально, а ребенку помочь нет. Найперш вы сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, але кандыдат пратэсту ад Миколая Статкевича. Ці не атрымліваецца, што вы здрадзілі родной партыі? Вы знаете, я считаю, что я никого не предал по одной простой причине, что, во-первых, Козлов и Губаревич, я, кстати, являюсь членом Руха за свободу тоже, но я, правда, шел под Миленкевича. Когда я присутствовал на съезде, я видел своими глазами, что ни Губаревич, ни Николай Козлов не изъявили желание бороться как бы до конца. Они пошли только потому, что руководители партии. Понимаете? А здесь надо идти до конца и быть уверенным в чем-то. Поэтому я не думаю, что я... А Николай Статкевич как раз-таки... У него такая тактика, именно чтобы поломать программу Лукашенко и делать все по-своему, чтобы призвать народ к бойкоту. Атрымліваецца, па вашай логіцы, на гэтай выбарчай кампаніі ісці до конца, гэта закликать людей до бойкота, то есть не ходить на выборы? Нет, моя тактика, я как кандидат протеста, вот стою в пикетах, и в Минске был 24-го на митинге, я призывал людей, если Лукашенко не снимет свою кандидатуру, если Ермошина не уйдет в отставку, значит, бойкотировать выборы, не ходить. Тем более для народа сейчас есть уважительная причина, это коронавирус, поэтому не ходить. И если только, значит, будут проведены выборы, и народ поймет, что это сфальсифицировано, это ясно будет, потому что на протяжении всех этих лет, более 20 лет идет фальсификация. Поэтому надо призывать людей на площадь. Да, если нас выйдет мало, нас будут бить, как в 2010 году били. Но если нас много выйдет, я больше чем уверен, что даже и милиция, и войска станут на сторону народа. Далеко не надо ходить. Армения. Живой пример. Люди вышли, постояли неделю. Все, власть сменилась без единого выстрела, без единой капли крови. Вы думаете, вот милиция перейдзе на бок народа, и кто гэта можа решать? Вы думаете, вот звычайные милиционеры там... Могу сказать, что общаюсь иногда. Да, не в тех объемах я общаюсь, как я раньше общался с сотрудниками. Я уже более 20 лет на пенсии, поэтому, хотя в процессе вот этих задержаний, когда мне руки ломают, я общаюсь с сотрудниками милиции. Многие меня уважают. Уверен, что 90% ненавидят Лукашенко, как и я, да. И я больше чем уверен, если народа будет много, и если народ не уйдет через час, через два, будет стоять, так скажем, неделю, там, 2, сколько понадобится, но это зависит от народа, то и лейтенанты, и сержанты станут на сторону народа. Сержанту или там этому самому лейтенанту, он что, по собственной инициативе лжесвидетельствует, фальсифицирует, ему дали команду. Или где-то зацепили его за что-то. Я всегда говорил, что, ребята, научитесь просто сказать «нет», «нет». А это можно сказать очень просто и красиво. Ребята, меня родители воспитали по-другому. Но я не могу вот фальсифицировать, я не могу лгать. Хоть расстреливайте меня. И я уверен, что этого сотрудника больше никогда не будут трогать и не будут его на подлость толкать. Но начальник и замначальника, конечно, могут давать команду. Но опять же, если нас много будет, я уверен, и кто-то попытается выстрелить в народ, хотя не исключается это, да? Вот. Эти же коллеги его и задавят там же, потому что все хотят жить. Лично мне крови не надо, я крови не желаю и не хочу. Но если будет кровь, то это со стороны Лукашенко будет кровь. Чтобы не было крови, уйди спокойно и все. Вот два момента. Перший, вы кажете, так же просто сказать, что мяне выхавалі по-іншаму, я не буду гэта рабіць, и до яго не будуць звяртацца. Не будуць, потому что ён больше не будзе супрацоўнікам.
Ну, то, я, что будут ценить? я вам другой пример приведу. Лет 5 назад меня задержали, тоже необоснованно. Привезли сначала в один отдел, потом привезли меня к участковому по месту жительства. Ну и они там нашептались, мы с ним общались, разговаривали. Потом он отошел в сторонку, участковый, слышу, говорит: знаете что, забирайте непомнящих. Он ничего не совершал, я ничего в отношении его совершать не буду. Ну и так они меня опять увезли. Нашелся там в железнодорожном райотделе милиции Степанов, что ли, такой, старший участковый был. Составил, сфальсифицировал на меня протокол, я был наказан. Потом тот, который ему давал команду, пошел на повышение, начальник его, в ветку его, по-моему, выгнали сейчас. А этот стал уже начальником над участковыми. А тот участковый, который отказался составлять в отношении меня протокол, он открытым текстом сказал: идите туда-то, я не буду на него составлять. Встречая его в отделе, он уже майор и в уголовном розыске работает. Пошел на повышение. Ну, розыск – это престижно, и все хотят с участковых перейти в розыск, потому что работа участкового очень серьезная и сложная. Поэтому у меня живой пример – это не то, что мне кто-то сказал, или я с потолка это придумал. Это я говорю то, что было в моей жизни. Человек отказался и пошел на повышение. Вот и думайте. Да, найдутся подлецы, я не спорю с вами. Да, будут такие. Ну, у каждого семья есть. Ну, люди ж понимают. Вот Лукашенко, если удирать куда-то будет, сядет, улетит, он же их не заберет. Он же их не заберет, это просто, понятно. Ну, заберет Шеймана, может, и то, извините, зачем ему Шейман этот? Ему семью вывести куда-то. Вот. А эти останутся здесь. Куда они, в Россию поедут? Что, а семью бросят? Или семья с ними поедет? Поэтому многие понимают. И когда народа будет много на площади, это да. И другой вопрос, если сотрудник милиции и военные знают, что мы вышли на площадь, постоим час, два, три и разойдемся, то ясно, ему не надо ничего делать. У него, сами знаете, и сами говорите, зарплата хорошая, да, квартира у него, при погонах, то есть льготы всякие. Зачем ему за кого-то рисковать, вот это, чтобы его выгнали? Да, если он станет на нашу сторону, если 2 горбатых и 1 хромой будет там на площади, его выгонят 100%. А если они все перейдут, вот когда все увидят, они же тоже общаются между собой, и увидят, что люди стоят до упора, и не день, не два, а неделю стоят, ну, тогда и будет толк. Вы кажете, коли выйдет шмат это кольки? Процентов, я считаю, некоторые говорят 3%, я считаю 5-7% населения. Далеко не надо ходить. Возьмем 19-й год, декрет по тунеядству, так называемый. В Минске вышло 3000, не знаю, как что было. В Гомеле вышло 3000. 3000. Ни одного сотрудника милиции не было видно. Ни одного в форме, никаких репрессий не было. Репрессии начались только тогда, и только в отношении активистов, кто был, да, от меня, там еще несколько человек. И только после того, как люди разошлись, уже все утихомирилось. Так никаких задержаний, ничего не было. А если бы вышло 30 тысяч по Гомелю? То есть, вот вы кажете, 5-7% это приблизно, коли, ну, так, прикидывать, что 10 миллионов насельництва, это... 50... Хотя бы 300 тысяч вышло. 300. Должна выйти первая волна. И когда люди увидят, что все нормально, это, так скажем, смелые вот эти, которые не боятся репрессий, не боятся, они должны первыми выйти. И потом люди подтянутся. Средства массовой информации будут сообщать, что вот смотрите, ничего. И когда нормальное количество выйдет, то я уверен, что перейдут на сторону народа. Они что же из народа? У них что, жены в хорошем находятся условиях, дети находятся. У них тоже дети думают, куда свинтить подальше, в Польшу, тоже в Прибалтику, где лучшая жизнь. Что, не понимаем, что ли, что Александр Григорьевич за 26 лет превратил процветающую, я это не утрирую, процветающая страна была. По сравнению с другими социалистическими республиками бывшего Советского Союза, республика была, Беларусь на высоте была. И потенциал, и технологии здесь. А что сейчас вот заводы, фабрики, многие говорят, он все сохранил. Да, он сохранил 90-х годов, там токарные станки руками надо крутить, картошку копать лопатой, или как он там серпом этим ходил, показывал. Вы же, наверное, видели этот сюжет. Но это ж маразм. Это маразм. Добра, вы за тое, каб люди не ходили на выборы. Ну, то есть мы не говорим про бойкот, бо бойкота не будет, но не шли на выборы. А далей что? Вот не пришли на выборы, а кольки не прыйдзе на выборы. Вот кольки вы разлічваеце, что людей отгукнется на ваш заклик?
На сегодняшний момент я вам скажу, положа руку на сердце, что придут и многие придут. Пикет первый выставил в Гомеле, подошла ко мне женщина с мужчиной и говорят, вот что делать? Ребенок их преподает преподаватель в школе. Вы в обязательном порядке сказали принести паспорт, и если вы не подпишете за Лукашенко, то, значит, контракт с вами не будет продлен. Вот что творится. Поэтому только бойкот. Ну, что потом делать? Потом, когда люди уже выйдут, то найдутся активисты, найдутся люди, которые грамотные. Тот же Статкевич, тот же Тихановский Сергей. Найдем, кого поставить. Главное, чтобы Лукашенко ушел в отставку. Я даже предлагал в предвыборной программе своей этой самой в парламент, что Лукашенко назначить капитаном сборной команды по хоккею или там тренером. Я не кровожадный, ради бога. А то, говорят, не помнишь, их тут крови хочет. Я крови не хочу. Другой вариант какой есть? Ну, придут 1000 человек, проголосуют за непомнящих. Вот на участке 1000 человек, и все проголосуют за меня. А будут все они за Лукашенко. Ермошина посчитает. Это не Ермошина подбивает вот это. Она выводит результаты потом. А вот эти преподаватели, вернее, директора школ, их замы, которые сидят в участковых комиссиях председателями и секретари, это они фальсифицируют. Кто сидит там учитель, он тихонько пишет, передает, они даже ничего не озвучивают. Поэтому выборов нет. Поэтому надо народу решать. Или жить дальше вот в таких условиях. А с каждым годом все хуже, вы же посмотрите. Сейчас Россия денег не дает, нефть не дает, газ не дает на халяву. Все, поэтому у Лукашенко негде денег брать. Он же поэтому и заигрывает там и с Америкой, и со всеми, с Европой. Опять Европа, и все становятся на старые грабли. Если только проводятся выборы с участием Лукашенко, значит, еще до того, как будет озвучен результат, а результат будет озвучен элегантная победа, и я больше чем уверен, все вот эти Бабарыка, Цепкало, значит, поздравят его с элегантной победой. Спрашивается вопрос, где вот эти люди были до того, вот 5-10 лет назад. И потом призывать людей, что если только Лукашенко участвует, не дожидаясь, значит, выходить на площади. Другой вопрос, не от меня же это зависит. Выйдет народ или нет. Хотят изменения, значит, выйдут. Не хотят, значит, будем дальше жить. Я выше себя не прыгну. Я, по большому счету, у меня, ну так, если сказать, среднее все. Я в шоколаде, можно сказать, да? Я не богатый, я не бедный, я нормальный. И по большому счету мне это не надо. Я мог бы сидеть, извините за грубое слово, ковыряться в носу и ни на что не обращать внимания. Но я не могу, когда мои соседи живут плохо. Когда вот вчера бабушка подошла, 85 лет, она идет чуть живая, тачку впереди тянет. Она подошла ко мне, посмотрела, мой портрет, где написано «За Беларусь без Лукашенко». Ну, и вы не боитесь там... Я говорю, ну а что делать? Кто-то должен. И она потом, я говорю, и что это вы в таком возрасте еще? А ей 85 лет, она чуть ходит. Я говорю, вы что, вот в таком возрасте с такой здоровенной тачкой ходите, работаете, что-то собираете? Нет, сынок, я, говорит, чтобы мне не упасть. С кийком плохо, она за эту тачку держится. И потом уже пошла там в универмаг, и мне уже там девчата рассказывали, что она меня очень хвалила, что очень хороший человек, я ей понравился. Поэтому... Я делаю то, что в моих силах. То, что в моих силах. Мне не стыдно будет детям смотреть в глаза. Мне не стыдно внукам смотреть в глаза. Мне не стыдно соседям в глаза смотреть. Да, я страдаю. Да, у меня и пальцы ломали, и шею мне сворачивали. И ничего, нигде правды не найти. Нигде правды. Меня задерживали под камерами видеонаблюдения, обвиняют, что я выражался нецензурной бранью, что я оказывал неповиновение. Хотя на остановке на этой стояло 10 человек, пассажиров, никого не взяли в свидетели. На суде я говорю, возьмите видеокамеры, снимите видеонаблюдение и посмотрим, что я творил. Не надо получить 15 суток. Ну о чем это говорит? Как можно жить в такой стране, если нигде не найти правду? Плошча, на якую вы закликаете людей у выпадку, калі все застанецца так, як ёсць. Яна па вашых падліках калі павінна быць? До 9 жніўня ці пасля 9? До 9. Когда ясно, что Лукашенко уже не снимается, когда ясно, что Ермошина не пошла в отставку, за неделю идут эти самые предварительные голосования, значит, уже надо выходить.
Но здесь я не могу сказать, я в команде Статкевича, так скажем, это он будет определять. Но я считаю, что надо выходить до 9 обязательно, потому что когда уже объявлены результаты, уже все, извините, Бобик сдох. Поэтому до того, чтобы председатели участковых комиссий видели, что народ недоволен, это может сильно повлиять на участковые. Они что же, у них же что, муж не работает где-то или что? Если они сидят при должности, я вообще вот считаю, что учителя и медики, которых тоже тлумит Лукашенко, чмурит, должны получать достойную зарплату. Достойную, потому что это наше будущее. Это воспитывают наших детей и лечат. Без учителей, без врачей мы ничего не создадим хорошего. Это наше будущее. І ви сапраўды верыце, што пасля плошчы 2006, пасля плошчы 2010 вот знойдзецца вялікая неабходная вот для вырашэння пастаўленай задачи колькасць людзей, якія рызыкнуць это зрабіць? Люди должны осознать, что за 26 лет правления Лукашенко столько людей вымерло, больше миллиона вымерло. Каждый день от коронавируса умирают сколько людей, и все нормально. Поэтому, если Лукашенко добровольно не будет уходить, я ни от кого не скрываю, что может быть кровь. Но эта кровь будет намного меньше, чем погибло людей за время его правления, и все. Может, я погибну. Ну, вот так как бы, а что по-другому? Ну, сидите дома, ждите, что непомнящих со Статкевичем что-то сделают. Мы не сделаем. Я могу только рядом быть с вами, с народом. Могу быть рядом, но за вас я ничего не сделаю. Я все это вот, я лично делаю все, вам говорю открытым текстом, я это все делаю для себя. И кусочек, может, какой-то каждому из гражданина Беларуси. Вот такой маленький, маленький, маленький. Я не могу, как Данка, отдать свое сердце. Я поддал, может, хотя не готов я к этому отдать сердце. Но вот отдал бы сердце, если бы это что-то помогло. Уявім сабе, што ваше патрабаванне выканалі. Лукашенко сышоў. Што далей? Во время революции появятся новые лидеры. Новые лидеры. Это народ выберет. И если б я, допустим, хотя я не стремлюсь туда, потому что мне это не надо, я не люблю вот руководить кем-то, если б я туда попал, я бы ушел... во-первых, меня обвиняют, что я слишком старый, многие. Вот. И даже называют пердуном таким, да. А я им отвечаю, если бы я попал туда, вот в моем возрасте, я при всем желании своем не сидел бы 26 лет, и тем более 30 не сидел, это уже мне плюс какой, да. Я бы посидел 5 лет от силы 5, а вообще я бы посидел 1 год. За этот год и ушел потом, да. Во-первых, я бы сделал что? Так, отмена всех декретов, указов, делающих белорусский народ рабами. Вот эти декреты, указы, это все делают рабами. Потом, возвращение Конституции 94 года. Обязательно. И уже дорабатывать эту Конституцию в процессе, менять, что-то добавить, что-то убавить. Мы все-таки прожили уже столько лет при старой Конституции. Дальше. Депутатов, вот этот, сидельцы вот эти, которые Лукашенко назначит, всех в отставку, разогнать парламент. Вместо этого парламента пригласить парламент 2012 года, кто еще живой, кто в состоянии и желает работать, добрать новый парламент, да? Открыть все архивы открыть. Что еще я тут набросал? Я знал, что вы мне такой хитрый вопрос зададите, поэтому я извиняюсь, я немножко напомню себе. Значит, упразднить должность президента. Да, если народ захочет иметь фигуру президента, ради бога, но эта президентская фигура должна быть просто представительная. Поехать куда-то за границу, представлять Республику Беларусь, вместе с ним едут министры, там какие вопросы решать, министр иностранных дел, они все решают. А тот же президент посидел там, попил кофеек с кем-то там в кулуарах, пообнимался, поцеловался. Я уверен, что всех ОМОН, вот этот, который избивает людей, КГБ, которое вот это все направляет, признать преступными организациями. Всех руководителей, которые их замы, судов, прокуратуры, признать членами преступной организации и в отношении их проводить люстрацию. В обязательном порядке, в обязательном. Проверять на наличие наркотиков всех руководителей. Ну, вот такие глобальные вопросы сделать, и можно уходить в отставку. Главное запустить.
Ну, а потом, вот, когда парламентская республика, даже можно переходить от парламентской к народовластию. Сейчас же у каждого есть средства производства. Сейчас средства производства – это телефончики, гаджеты и все прочее. Голосовать можно без парламента. Да, кстати, насчет парламента я пропустил. Значит, вот эти, кто назначены Лукашенко, значит, вернуть все деньги, которые они получали в доход государства. Они ничего для народа не делали. Они только сидели и одобряем, заявляли. Так, выслугу лет им лишить вот эту, убрать. Идите зарабатывайте там, где вы раньше работали. А тот, кто парламент захочет идти, тот, кто захочет для людей что-то делать хорошее, значит, им минимальную зарплату. Ну, можно здесь поспорить, может, среднюю по стране, хотя я считаю, что надо минимальную. Хотите хорошо зарабатывать, делайте, чтобы народ зарабатывал хорошо, тогда будет толк. И в последующем переходом к народовластию. Зачем нам этот парламент, вот эти, которые туда идут, обещают, в том числе и я буду там золотые горы обещать, а пришел когда туда, значит, все мы будем в шоколаде, они о народе забывают. Поэтому парламент как таковой не нужен, будет голосование. И все чиновники, единожды совравши, должны уйти в отставку. Им нигде не будет места. Ну, все это выдатна, па-першае, а па-другое, што нешта я ад кандыдата пратэсту нічога не пачуў пра эканоміку. Нема нічого вот у планах. Президент не решает экономические вопросы. Президент внешняя политика, там армия и все на сегодняшний момент, да? Экономику должны специалисты. Это же у нас Лукашенко специалист. Я не специалист в сельском хозяйстве или в промышленности. Это должны быть люди. Есть грамотные люди, назначить их министром, пусть они создадут команду. И подбирать этих министров не по преданности и целованию, как поглубже там поцеловать кого-то, а по деловым и моральным качествам надо подбирать. Але вот я зараз паслухаў ваши словы про люстрацию, про суды, злачынныя арганізацыі. Вы ж разумееце, что вот гэтыя людзі, якія зараз паслухаюць ваше інтэрв'ю, яны будуць до конца, до апошняга змагацца за сябе, за свою ну уладу. Это ж не все там такие, это единицы там таких там единицы. Пусть слушают, пусть знают. А они что, думают, что их будут гладить, что ли? Они что, не понимают, что они совершали преступления на протяжении 26 лет? Они прекрасно это понимают, что они совершали преступления. И они думают, что Лукашенко уйдет и все будет. Я говорю открытым текстом, чтобы они знали. Поэтому я и говорю, ребята, думайте, что вы творите. Не творите зло. Вы же посмотрите сейчас, ни в полицию, ни в милицию не зайти, ни в суды. Везде охрана. Не творите зло. Я уже устал это говорить. Я в свое время работал, у меня кабинет открыт днем и ночью. Я никого не боялся, потому что я не лжесвидетельствовал, не фальсифицировал, не подбрасывал ничего. Чего мне бояться? Да, я иду по улице, найдется какой-то-нибудь ненормальный, с головой, может пырнуть ножом, что хочешь. Но вот именно то, что я за свою работу я делал, мне не стыдно, и я ничего не боюсь. Фактычна вы заклікаеце да рэвалюцыі, ну, да змены рэжыма таким вот чынам праз рэвалюцыю, але гэта незаконна. Почему незаконно? Власть в стране принадлежит народу по Конституции. Так же. И народ, если он выйдет мирно, я ж не призываю хватать оружие, я призываю к мирной акции протеста. Да, не надо оружия, потому что если ты выйдешь с оружием, тебя расстреляют, и все будут говорить, что правильно сделали, что расстреляли. Та же Европа скажет, что правильно сделали, и все. Никакого не должно быть оружия, только мирная акция протеста. Молча выйти, даже без всяких лозунгов, без всяких призывов, молча выйти и тупо стоять. Вы хочете, як в Украине? Все может быть. Но, скорее всего, вы знаете, сейчас в России столько своих проблем, что я не думаю, что Путин еще решится на Беларусь. Ему достаточно порасхлебаться с Украиной. Украине вот из-за Путина. Это все из-за Путина. Это же не из-за того, не из-за внутренних проблем получилось в Украине. Это только вина Путина, только виновата Стрелкова, это Гиркина. Это их вот дела рук. Может быть здесь, поэтому надо быть тоже бдительными, смотреть. И мы вспомним партизанские времена, тогда в леса пойдем. Хотя не хотелось бы. Хотелось бы мирно жить. Хочется со всеми дружить. Вот у меня вчера, я стою в пикете, подходит: вы как там, вот Россия или Запад?
И я ему начинаю говорить, что со всеми надо дружить. Мы от России никуда не уйдем, это наш сосед. Украина, Прибалтика, Польша, все наши соседи. И Америка, и те вот Африка, со всеми надо дружить. Всех уважать и уважительно относиться. Ну, я ничего не могу сделать, что в России такие имперские амбиции. Даже у людей, которых я уважаю, россиян, я смотрю стримы и все, и то иногда проскакивают имперские амбиции. Это плохо. Надо просто живите своей жизнью, мы будем жить своей. Подписы все ж таки збираете ці не збираете? По большому счету я собираю подписи, если человек... Вот, я не агитирую подходить и расписывать. Если человек подходит с паспортом и хочет зарегистрироваться, я его записываю, потому что могут придраться, во-первых. Но главная моя цель людей, которые вот подходят ко мне, чтобы пригласить их наблюдателями. Потому что надо добиться того, чтобы на каждом, я подчеркиваю, не на одном из 10, а на каждом участке были свои люди-наблюдатели. И чтобы они зафиксировали, пришло 10, написали 100. И тогда это будет разгром в мозгах. Девочки в прошлом парламентском, я уже неоднократно слышал, присутствовали на наблюдателями, и то, что они увидели, они в шоке были. Они в шоке были. Вот такая наглость такая. Тем более, мне это не надо рассказывать. Я, когда иду наблюдателем, я сижу от звонка до звонка, я ни на секунду не выхожу. Я не пью, я не ем, чтобы никуда-то не... Я не курю, я сижу от звонка до звонка. И когда мне в глаза... Ну, можно на 1-2 человека ошибиться, я не смогу. Пусть на 10 я даже. Но когда они на 300, на 400 человек прибавляют, ну, не всякий нормальный человек выдержит такой маразм, понимаете? Паслухаюць нас і зробяць з вас дзяржаўная прапаганда вот такого правакатара, які заклікае да рэвалюцыі, які заклікае да проліцця крыві. Неправда, я ни разу не сказал, что я хочу пролить кровь. Если прольет кровь, то это Лукашенко. А революция – это хорошее слово, это прогресс. Революция может быть в экономике, революция в искусстве, революция в политике. Это движение вперед, это прогресс. Это нам вбивают мозги, что революция – это плохо. Революция – это хорошо, но в хорошем смысле, в хорошем. Зрабілі. Не сышоў, но зрабілі адкрытыя, сумленныя, празрыстыя выборы. Лукашенко перамог. Вы прыйдзеце и потиснете ему руку? Я не потисну ему руку, но соглашусь с тем, что случилось. Скажу, да, он победил. Все, у меня вопросов нет. Руку я ему не подам, потому что я его не уважаю. Тем более сейчас коронавирус. Так, а площадь тогда навошта? Тогда и не надо площадь, если он победил. Но он же не сделает честные выборы. Я об этом говорю, что честных выборов у нас нет и не будет, при всем моем желании. Не будет выборов. Если сделают честные выборы, все сидят. Ну, выйдет площадь, ну, постоим мы. Посмотрели честные выборы. Наблюдатели говорят, да, мы проверили каждый голос. Все, Лукашенко победил. Я поднимаюсь на трибуну, говорю, ребята, извините, что я вас оторвал от дел, от работы. Собирайтесь, идите по домам. Лукашенко победил, еще пусть будет 5 лет. Дякую великим. Ну что ж. Не за что.